Несмотря на то, что Сыктывкар опережающими темпами решает проблему переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, очевидно, что темпы нужно увеличить. Об этом на встрече с членами Общественного совета столицы заявила председатель депутатского корпуса Анна Дю. Сейчас в Сыктывкаре 226 официально признанных веткостроев. Чтобы их разом расселить, потребовалось бы 7 миллиардов рублей. Понятно, что если взять полностью жилье даже в городе, это 800 домов. Ну, пусть они еще не признаны, но тем не менее это тоже деревянный фонд. Вот. За счет чего мы опережаем? Конечно, Сыктывкар за счет того, что он быстрее, оперативнее работает, кто-то не успел освоить эти деньги, и нам передают эти средства. Вот. Также общественники призвали власти столицы решить вопрос с парковочными местами на спуске в сторону Кировского парка. В прошлом году этот участок был облагорожен, но с тех пор постоянно заставлен автомобилями. А Ассоциация попечительских советов просит расширить освещенность улиц и дворов. В этом году это пока 17 объектов отчитались в мэрии и замена 9200 светильников на светодиодные. Знают в мэрии и о сигналах из Шордера. Там жители тоже хотят благоустройства. Они обращают внимание на пешеходные дорожки, на освещение. И вот именно освещению на прошлой неделе, на этой неделе у нас было уделено очень большое внимание. И сейчас, например, построенные, но по каким-то причинам, почему-то не введенные своевременно в эксплуатацию линии, они уже подключены к сети. Сейчас там это освещение уже есть. Мы держим на контроле эту ситуацию. Конечно, обслуживание этих проездов и этих улиц также у нас будет находиться в приоритете. В планах на следующий год ремонтные работы дорожной сети на 15 участках. Вместе с Эжвой и поселками это 13 километров. Актуальной остается проблема появления дублера Октябрьского проспекта, ремонта Малой Объездной, а также обновления общественного транспорта.